Здравствуйте, в эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Визит персидского гостя. Президенты Ирана и Казахстана договорились развивать торговлю и совместно бороться с мировым терроризмом. Нами достигнута договоренность объединения наших усилий на пути с такими угрозами, как распространение исламофобии, связывание нашей религии с терроризмом и джихадизмом. Не по регламенту. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон неожиданно обратился к парламенту. Сенсации не последовало, однако многие высказывания таджикского лидера удивили. Дань уважения. Посол России в Турции Андрей Карлов похоронен в Москве со всеми государственными почестями. Официально Анкара уже нашла козла отпущения. Нет смысла скрывать, что убийца состоял в движении Гюлена. Все его связи, заведения, где он учился, его окружение – все указывает на эту организацию. Измерить неизмеримое. Латвийские националисты предлагают депортировать из страны всех нелояльных жителей. При этом, что такое лояльность, до сих пор не установлено. В Латвии есть люди, которые даже спустя 25 лет после восстановления независимости не считают нужным получить латвийское гражданство. Они, очевидно, чувствуют принадлежность к какой-то другой стране. Домострой. Кыргызские мужчины не хотят иметь в семье дочерей. Их жены подвергаются семейному насилию. В случае рождения девочки женщину могут выгнать из дома. Специальный репортаж из Бишкека. Говорят, ой, что я мужу скажу, почему-то начинают мужей бояться, что мы родственникам скажем. Вот они так хотели мальчика, я опять девочку родила. Президент Ирана Хасан Рухани совершает турне по 3 республикам. Это Армения, Казахстан и Кыргызстан. Его официальные визиты в первую очередь связаны с расширением сотрудничества с этими странами. К примеру, в Казахстане Рухани и Назарбаев подписали 5 соглашений, которые коснулись разных отраслей и сфер. В частности, Казахстан и Иран планируют начать работу по упрощению визового режима между странами. Также планируется запустить между Астаной и Тегераном прямое авиасообщение. Кроме того, Нурсултан Назарбаев и Хасан Рухани обсудили вопросы торгово-экономических отношений и определили дальнейшие пути их развития. На сегодняшний день иранские компании реализуют в Казахстане сельхозпроекты общей стоимостью $480 миллионов. И в Астане хотели бы увеличить объем торговли. Кроме того, лидеры Казахстана и Ирана обсудили круг политических вопросов региона, но главную озабоченность главы 2 стран высказали по поводу ситуации на Ближнем Востоке. В ходе переговоров мы коснулись проблем нашего региона, о том, как дальше мы должны сотрудничать, особенно в области противодействия терроризму, от которых исходит угроза для наших стран. Сегодня в Ираке и Сирии воцарились интересы, которые беспокоят всех нас. Мы должны сообща все решить эту проблему и вернуть стабильность и безопасность в этих странах. Иран, Казахстан, как влиятельные страны в нашем регионе и в регионах Азии, должны продолжать свои совместные усилия. Нами достигнута договоренность объединения наших усилий на пути с такими угрозами, как распространение исламофобии, связывание нашей религии с терроризмом и джихадизмом. Мы также договорились установить тесное сотрудничество на пути борьбы со ставшим опасным явлением международным терроризмом, экстремизмом и иными видами преступлений. Согласились укреплять политическое взаимодействие наших стран в рамках таких международных организаций, как ООН, Организация исламского сотрудничества, Азиатский Совет, ШОС, а также стремление Ирана взаимодействовать в рамках Евразийского экономического союза. Об этом Иран заявил, и мы со своей стороны готовы поддержать это стремление. По всем обсуждаемым вопросам было достигнуто взаимопонимание. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступил с ежегодным посланием к парламенту страны. Раньше подобное мероприятие традиционно проводилось в апреле, но в этом году глава государства решил выступить в декабре. Причина проста. Финансовый год в республике начинается в январе. У нас на связи наш корреспондент Анушервон Арипов. Анушервон, здравствуйте. О чем конкретно говорил Эмомали Рахмон? Здравствуйте, Динара. Советский Союз больше заботился о благополучии скота, нежели о людях, сказал 22 декабря в ходе своего ежегодного послания парламенту Таджикистана президент Эмомали Рахмон. Повсюду возводились животноводческие фермы, и никто не думал о строительстве больниц, медпунктов и школ. Сегодня все иначе, по мнению главы государства. За годы независимости в республике построено и реконструировано свыше 2500 учебных заведений и порядка 1000 медицинских учреждений.
Послание президента страны, считают эксперты, хоть и длилось 2 часа, особо информативным не было. В вопросах внешних отношений президент уверил, что придерживается политики открытых дверей, благодаря которой республика занимает достойное место в мире. Также Рахмон сравнил ситуацию в Сирии с гражданской войной в Таджикистане. Коррупцию президент приравнял к терроризму, а вот предложение о снижении вдвое пошлины на ввоз новых автомобилей депутаты встретили аплодисментами. Единственное новшество в этом послании было то, что впервые было прямо сказано о том, что при определении внешней политики, установлении связей и развитии отношений, как международными организациями, так и отдельными государствами, страна будет исходить из своих национальных интересов и стратегий. Раньше такого не говорилось, может быть, из-за отсутствия политической воли, и всегда связывали мы свою внешнюю политику со стратегическим партнером Россией, а потом говорили о некоторых странах региона, а затем о международных организациях. Вот, пожалуй, и все более или менее значимые, по мнению экспертов, пункты сегодняшнего выступления главы республики. Ежегодное послание президента сегодня слушала вся страна. Во всех государственных учреждениях, как в Таджикистане, так и за рубежом, сотрудники в обязательном порядке находились возле телевизоров. Прямая трансляция выступления велась по всем госканалам. Также выступающего перед парламентом президента было можно увидеть и на больших экранах, установленных в людных местах столицы. Динара. Спасибо, Анну Шервон. В Москве прошла церемония прощания с погибшим в Анкаре послом России в Турции Андреем Карловым. В здании МИДа собрались его коллеги-дипломаты, министры и депутаты Госдумы. На церемонию также прибыли президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Отпевание прошло в храме Христа Спасителя. Его лично провел патриарх Кирилл. Расследование покушения на посла России пока не завершено. Турецкие власти воздерживаются от официальных заявлений. Однако местные СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах сообщают о вероятной принадлежности убийцы Мевлюта Алтынташа к движению опального турецкого проповедника Фетхуллы Гюлены. Именно его Анкара обвиняет в организации государственного переворота летом этого года. Президент Турции Реджеп Эрдоган также заявил, что последователи Гюлены имеют непосредственное отношение к убийству дипломата. Нет смысла скрывать, что убийца состоял в движении Гюлена. Все его связи, заведения, где он учился, его окружение – все указывает на эту организацию. Сам проповедник, живущий в изгнании в США, записал видеообращение, в котором категорически отверг все обвинения в адрес своих сторонников. Удобнее всего обвинять и порочить сторонников Гюлена, как это происходило в 2013 году с коррупционным скандалом и в нынешнем году после попытки государственного переворота. Самая большая опасность, на мой взгляд, кроется в том, что покушение на российского посла может повлечь за собой другие убийства, и вину за них тоже попытаются свалить на сторонников движения Хизмет. Спецслужбы Германии продолжают искать главного подозреваемого в совершении теракта в Берлине. За информацию о его местонахождении предлагают награду в 100 тысяч евро. Разыскиваемый 24-летний Анис Амри, гражданин Туниса. Ранее он неоднократно попадал в поле зрения американских спецслужб по подозрению в связях с исламистами. На основании этого ему был запрещен въезд в Соединенные Штаты. По некоторым данным, Анис Амри искал в интернете технологию изготовления взрывчатки и общался с боевиками ИГИЛ. Немецкая полиция опубликовала предупреждение о том, что подозреваемый может быть вооружен. Ночные рейды силовиков в жилых кварталах Дюссельдорфа и Берлина, где мог скрываться Амри, результатов не дали. Напомним, минувший понедельник грузовик въехал в толпу на ярмарке в Берлине. Погибли 12 человек, почти 50 ранены, около 20 из них находятся в реанимации. Среди жертв несколько иностранцев, это граждане Польши, Израиля и Италии. Ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГИЛ. Спустя 4 дня после трагедии берлинский рождественский рынок вновь открылся для посещения. Автомобильное движение по улице также возобновилось. Охрана ярмарки заметно усилена. На крупных транспортных развязках полиция установила бетонные заграждения.
Если бы организаторам подобных атак удалось вселить страх и парализовать наше общество, мы бы не смогли сплотиться в борьбе с терроризмом. Поэтому я считаю, что очень важно вновь открыть рождественский рынок. Это делает нас сильнее. Далее в программе. Измерить неизмеримое. Латвийские националисты предлагают депортировать из страны всех нелояльных жителей. При этом, что такое лояльность, до сих пор не установлено. В Латвии есть люди, которые даже спустя 25 лет после восстановления независимости не считают нужным получить латвийское гражданство. Они, очевидно, чувствуют принадлежность к какой-то другой стране. Домострой. Кыргызские мужчины не хотят иметь в семье дочерей. Их жены подвергаются семейному насилию. В случае рождения девочки женщину могут выгнать из дома. Специальный репортаж из Бишкека. Говорят, ой, что я мужу скажу, почему-то начинают мужей бояться, что мы родственникам скажем. Вот они так хотели мальчика, я опять девочку родила. 11 украинских военных были ранены на Донбассе за последние сутки. На Светлодарской дуге продолжаются бои. В Генштабе армии Украины утверждают, что такой тяжелой ситуации в зоне АТО не было со времен Дебальцевского котла. Тем временем контактная группа договорилась о прекращении огня на Донбассе с полуночи 24 декабря. Следующее заседание группы пройдет уже после Нового года, 16 января. Сирия – плацдарм для войны всех со всеми. Сирийская свободная армия противостоит боевикам группировки «Исламское государство». В ходе столкновений у боевиков ИГИЛ была отбита ключевая трасса между городами Алеппо и Эль-Баб на севере Сирии. В этом столкновении в рамках операции «Щит Эфрата» повстанцев поддержали турецкие войска. ВВС Турции нанесли 48 авиаударов в районе Эль-Баба по оборонительным позициям, складам с оружием, транспортным средствам и штабам «Исламского государства». В результате террористы ИГИЛ бежали. Тем временем Сирийская свободная армия и прочие повстанческие группировки продолжают соблюдать режим перемирия с правительственными войсками Башара Асада. Из Алеппо продолжается эвакуация мирного населения. По данным МИДа Турции и сирийского правительства, в течение четверга должны быть вывезены последние беженцы. Всего к этому моменту из разрушенного города эвакуировано более 34 тысяч человек. О своей готовности принять жителей Алеппо выразил Израиль. Многих размещают у себя турецкие больницы. Когда армия вошла в Алеппо, мы еще были в городе. Нас перекинули в другой район, но и там нас постоянно бомбили. Они бомбили весь город. В наш дом попал снаряд. Мой двоюродный брат был убит, а дядя и тетя тяжело ранены. Борьба против нелояльных жителей Латвии. Местные националисты предложили выселить из страны всех, кто выступает против латвийского государства и его конституции. Оппозиционные партии назвали этот шаг переходом к полицейскому государству. Как измерить уровень лояльности, выясняла Мария Андреева. Каждый год комиссия латвийских филологов выбирает слово года. Почетным титулом награждается слово или выражение, которое было особенно актуальным и часто использовалось именно в этом году. В Латвии таким словом может стать термин «лояльность». О лояльности начали говорить осенью. Парламент страны проголосовал за поправки к закону об образовании. Они дают право в срочном порядке увольнять учителей, которые не лояльны Латвии и ее конституции. С 1 января эти поправки должны вступить в силу. Хотя профсоюз педагогов все еще надеется, что президент отправит спорный закон обратно в Сейм на доработку. И вот в конце года о лояльности Латвии заговорили снова. На последнем конгрессе Национального объединения, эта политическая сила входит в состав правящей коалиции, была принята резолюция выселять тех жителей страны, для которых неприемлема Латвия как национальное государство. Другими словами, выгнать всех нелояльных. В Латвии есть люди, которые даже спустя 25 лет после восстановления независимости не считают нужным получить латвийское гражданство. Они, очевидно, чувствуют принадлежность к какой-то другой стране. А вторая категория людей — это те, кто получил латвийское гражданство, например, Айво Бенес, который при этом воюет на Донбассе и мечтает о социализме. Зачем таким людям нужно гражданство? Пусть они уезжают туда, где будут чувствовать себя лучше. Не стоит жить в стране среди людей, которых они ненавидят. Национальный блок, помимо выселения нелояльных, предлагает бороться против русского языка в СМИ, сократить финансирование нелатышской прессы и ужесточить порядок выдачи видов на жительство в Латвии. Оппозиционные партии называют это ограничением свобод и плавным переходом к полицейскому государству. Кто будет решать, лояльны, нелояльны? Здесь очень опасно скатиться
к охоте на ведьм. Если человек... Есть уголовный кодекс, в конце концов. Все составы преступлений оговорены. Все. Если человек критически высказывается по отношению к существующим порядкам, это не значит, что он нелояльный. Это наоборот. Наоборот, это можно считать, что он душой болеет за собственное государство. Конечно, принятая национальным блоком резолюция по лояльности вызвала огромную шумиху в местной прессе, но не все так однозначно, говорят политологи. Вот человек нарушает закон, он распространяет информацию и участвует в какой-то, скажем так, информационной войне против Латвии, он не лоялен, он нарушает закон, он должен за это отвечать. Если мы начнем это обобщать и группировать, вот эта группа людей нелояльна, потому что они вот такие, тогда мы можем прийти к очень большим проблемам в нашем обществе. Такой нелояльный житель запросто может перейти от слов к делу. В этом главная опасность, говорит политолог. Но проблема в том, что национальный блок указывает на конкретные группы людей, которые якобы могут быть нелояльными. А это уже выходит за рамки как презумпции невиновности, так и общеевропейской толерантности. Точку в обсуждении, кто именно лоялен, а кто нет, и что делать с нелояльными, поставил президент Латвии Раймондс Вējуnis. Он назвал резолюцию националистов полным абсурдом и посоветовал думать о дополнительном финансировании курсов по латышскому языку для русскоязычных жителей страны и обладателей видов на жительство. Мария Андреева, Алексей Иванов, Владислав Корякин, Рига, Латвия. В кыргызских семьях сыновья более желанны, чем дочери. Таким наблюдением делятся акушеры родильных домов Бишкека. В особенности на наследниках настаивают мужчины, у которых в семье только девочки. Чтобы угодить мужьям, некоторые женщины подвергают риску собственное здоровье, а иногда и жизнь. Рассказывает Джибек Бегалиева. Все, 4-я будет девочка, да? По УЗИ сказали, не знаю. Таких мамочек доктор Аминат Байтикова принимает каждый день. Однако не все роженицы, которые ждут очередную дочь, этому факту рады. Говорят, ой, что я мужу скажу, почему-то начинают мужей бояться, что мы родственникам скажем. Вот они так хотели мальчика, я опять девочку родила. А есть такие, которые приходят, говорят, вот опять на УЗИ, и даже в большом сроке, вот прервать хочу и все, беременность. Даже в окно кричали, да. Если родится девочка, можешь домой не возвращаться. За десятки лет главврач первого бишкекского роддома устал объяснять. Пол ребенка зависит от мужчины. Женщина лишь вынашивает плод. Но несмотря на это, будущие матери все чаще приходят консультироваться. Как сделать так, чтобы родился сын? Если бы они знали, что зависит от мужчины, они бы сказали, можешь меня не вы. А иногда говорят, вот они сказали, уходи, если девочку родишь еще. Знали бы, они бы сказали, ты сам уходи. А вот комната для тех, кто отдыхает после схваток. У этой роженицы сын. Муж счастливый, довольный. По расчетам акушеров, схватки у Эльзат должны начаться завтра. Все 9 месяцев в ее семье ждали сына. Но на днях выяснилось, девушка ждет 3-ю дочку. Просто я сама решила, что у меня сын родится. Настроилась, долго не ходила на УЗИ. Сходили на ультразвук только недавно. Я думаю, мужчины сами хотят сыновей. Большинство из них. Анжелика – популярная в Кыргызстане эстрадная певица. В недавнем интервью звезда призналась: «Буду рожать детей до тех пор, пока не рожу сына». Несмотря на угрозу здоровью. Всех 3 дочерей артистка родила с помощью кесарево сечения. Медицина развивается. Я все расспрашиваю, узнаю. Хотя даже если 7 раз отмерить и 1 раз отрезать, все в руках Божьих. Но мы еще молодые, может, у нас будет еще 2 сына. На такой риск, по мнению основательницы феминистского сайта Гуляйма Ильчи, женщины идут из-за стереотипов в обществе, все еще слишком консервативного. Если в семье, там, скажем, 3 дочери, да, это можно там с 90%, наверное, уверенностью говорить, что на эту женщину есть давление. Со стороны семьи, со стороны друзей. Все подшучивают, там 3 девочки, когда будет сын. И тогда женщины идут на всяческие ухищрения. Это и зачатие по календарю, и даже иногда следование древним кыргызским поверьям. Очень много таких имен, которые уже показывают, что вот там 4-я по счету, и мы не хотели тебя, мы хотели сына. Бурул — это значит повернуть, свернуть. Когда рождаются подряд несколько девочек, родители так называют, есть такое суеверие, что вот назовем эту девочку Бурул, и следующим родится мальчик. Джангул — то же самое. Джангул — это оступись. Вот девочки рождались, пусть это
череда оступится, и следующим родится мальчик. Все эти женские имена, говорит Гуляим, и сейчас в Кыргызстане остаются популярными. Дюбек Бегалиева, Азат Антымаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан. Тбилисский зоопарк готовится к новоселью. Он переедет к Тбилисскому водохранилищу, так называемому Тбилисскому морю, и разместится на участке площадью почти в 50 гектаров. Переселять питомцев начнут уже в начале следующего года. Напомним, что Тбилисский зоопарк серьезно пострадал после разрушительного наводнения в центре грузинской столицы в июне 2015 года. Тогда он лишился почти половины питомцев, а его территория сократилась вдвое. Подробности в репортаже Звиядом Чедлишвили. Лошади – самые первые обитатели нового, а точнее пока еще будущего зоопарка. Его открытие планируется в первой половине следующего года. Однако сюда уже приходят посетители, как правило, любители верховой езды. При питомнике, в котором содержатся более 40 лошадей, самых разных, в том числе редких пород, функционирует ипподром. Любой желающий может прийти сюда и научиться верховой езде или приемам джигитовки. Действует детская конная школа. У нас есть лошади таких экзотических пород, как ахалтекинские или арабские. Проводим селекционные работы, скрещиваем породистых скакунов. Стараемся возрождать редкие грузинские виды. Например, тушинских горных лошадей, которые одно время были почти на грани исчезновения. Вся остальная территория будущего зоопарка, который разместится на площади в 48 гектаров, пока только осваивается. Раньше здесь располагался дендрарий, оставивший после себя богатую и густую растительность и разнообразный рельеф. Теперь, как рассказывает директор зоопарка, эта территория будет поделена на так называемые зоны типа сафари. Гигантские вольеры, внутрь которых могут быть допущены посетители, разумеется, с соблюдением всех норм безопасности. Сейчас ведется строительство первого вольера, где поселятся медведи и волки. Его площадь составит 12 тысяч квадратных метров. Эти животные будут жить вместе. Это распространенная практика в мировых зоопарках. Медведи и волки сами поделят территорию, и проблем не будет. Следующими сюда переедут олени и газели, которых мы тоже поселим вместе. Несмотря на то, что открытие зоопарка ожидается в обозримом будущем, функционировать в полной мере он начнет, возможно, спустя лишь годы, говорит Гурия Лидзе. Проект такого масштаба – дело затратное. Строительство финансируют не только столичные власти, но и доноры из ЕС. Вольеры будут появляться поэтапно. Как только заселим первый, зоопарк откроется для посетителей. В первую очередь мы намерены поселить сюда представителей кавказской фауны. Наша функция — это ведь еще и консервация, сохранение видов. Потом переселим остальных животных, появятся новые питомцы. Будет обустроена вся соответствующая инфраструктура, появится много интересных объектов. У нас большие планы. Необходимость переноса зоопарка на новое место возникла после разрушительного наводнения в Тбилиси в ночь на 14 июня прошлого года. Обильные дожди вызвали сход селя, что в свою очередь спровоцировало подъем уровня воды в реке Вере и ее выход из берегов. Жертвами стали 21 человек, в том числе 3 сотрудников зоопарка, оказавшегося в эпицентре бедствия. Всего зоопарк лишился 277 животных, то есть почти половины питомцев. Часть погибла под водой, часть разбежалась. Оказавшихся на свободе хищников отстреливали. Между тем, сама идея переноса зоопарка из центра города на пустующую территорию Тбилисского моря появилась задолго до стихийного бедствия. Ее впервые, еще несколько лет назад, озвучил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Однако после смены власти в стране реализация этого затратного проекта была отложена. Звиатом Чедлишвили, Давид Симонишвили, специально для настоящего времени, Грузия, Тбилиси. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте karenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.